Садовников Дмитрий Дмитриевич, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия. Родился 20 октября 1971 года в поселке Налимск Среднеколымского района. В 2002 году закончил Якутский государственный университет по специальности преподаватель истории. В 2008 году Институт управления при президенте республики по специальности муниципальное управление. Трудовую деятельность начал в 1992 году кочегаром Сватайской участковой больницы, интерната Сватайской средней школы. Работал дворником общежития номер 1, методистом, затем заместителем директора студгородка ЕГУ имени Максима Кировича Амосова, руководителем ГУП «Биржа труда молодежи города Якутска», начальником управления по молодежной политике, физкультуре и спорту и туризму администрации Якутска, руководителем управления Сайсарского округа, первым заместителем главы городского округа город Якутск по вопросам городского хозяйства. В октябре 2018 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии. Награжден юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 375 лет Якутии с России, знаком отличия «Гражданская доблесть». Добрый вечер, дорогие телезрители и подписчики канала «Правительство Лайф». Вот только что Дмитрий Дмитриевич Садовников, один из самых народных руководителей ведомств, одного из ведущих ведомств республики, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, вот, высказал в последний буквальный момент, когда шла визитка, о том, что он является еще заслуженным работником народного хозяйства, да? Нет, сфера обслуживания. Сфера обслуживания, отлично. Ну, мы с Дмитрием Дмитриевичем знакомы лет так супер 100, поэтому, ну, на самом деле, можно было вообще без галстуков как бы обойтись, да? Сайсарцы долгое время сотрудничали при освещении деятельности муниципалитетов, но многие вас называют одним из самых народных, одним из самых свой, что называется, в доску. Да? Ну, не секрет, факта биографии, которые только что прозвучали, подчеркивает это. Вы, наверное, редко кто из министров начинал там дворником или кочегаром. В вашей биографии все это стоит. Давайте немножко о вашей молодости на северах, откуда вы родом. Ну, действительно, у меня, как говорится, тут, ну, как у всех, да, моих ровесников. Ага. Ну и школа есть интерната, школа есть службы в армии, студенчество, ну и, конечно же, вот, производство, да, скажем так. Ага. И действительно работал простым рабочим в начале совхоза, потом котельной, как говорится, и дальше, когда во время учебы, действительно, я мел территорию студгородка, в частности, корпуса 12. И, наверное, в истории университета, наверное, был одним из плохих дворников, да? Плохие? Ну, приходилось, как говорится, совмещать учебу и работу, поэтому, ну, я считаю так, по крайней мере. А кто в то время-то хозблоком университета заведовал? Не Скрыбыкин? Нет, ну, Скрыбыкин был, да, но потом ушел. Ага. Потом, в частности, директором студгородка был Исаков Алексей Еремеевич. Блоком курировал у нас ну, Крылов Иван Николаевич был, и как бы не соврать, но Теличко. Именно от него Валерий Петрович Теличко, да, был. Именно от него вот звучало, да, это плохой дворник. Ну, не скажу, но я бы себе тогда, как бы, среди ряда лучших не отвел бы себе. Ну, то, что было, это было. А на самом деле, еще раз говорю, Дмитрий Дмитриевич возглавляет один из самых ответственных блоков правительства. Это жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. И начинают поступать уже вопросы наших подписчиков, которые настроены, как я вижу, вполне серьезно. В части обеспечения питьевой водой принята программа по Вилюйской группе районов. Что конкретно было сделано? Вот расшифруйте. Ну, по Вилюйской группе районов действительно это в свете той ситуации, которая произошла у нас в конце прошлого года, и есть прямое указание нашего главы региона, председателя правительства, курирующего заместителя председателя правительства. И в этом плане у нас эта программа уже разработана, в те сроки которых у нас были обозначены, и она, слава богу, утверждена. И сегодня мы по этой программе задеваем 6 районов, которые сидят на реке Вилюй.
и будем, как говорится, обеспечивать те населенные пункты, а их у нас 26, теми водоочистными станциями и первыми мероприятиями, которых мы обозначили по этой программе. Это приобретение техники водовозной и установка очистных сооружений и других сопутствующих работ, которые нам от нас требует, скажем, население этих населенных пунктов. Здесь проведена колоссальная работа. Мы здесь работали с муниципальным образованием, слушали их видение, желания. Ну и работали, конечно же, партнерами. И здесь одну из таких ключевых ролей играл наше акционерное общество «Водоканал», как профессионалы, и наши предприятия хозяйствующие, также партнеры извне. Это группа компании «Роса» Новосибирск, ну и других заинтересантов, которых мы по всей, как говорится, по всей эти времени искали и работали с ними. Здесь надо дать должное, что мы обращались и в учебные заведения, и Академии наук, и со всеми были. Я считаю, что мы проделали большую работу, и благодаря работникам и министерства, и других наших партнеров, и, слава богу, это, повторюсь, эта программа утверждена и уже стоит, как говорится, для того пути реализации этих первых шагов по реализации данной программы. Сегодня, но хороша чем, да, вот эта программа, потому что в целом по стране чистая вода стоит как один из ключевых, скажем, проблем, которых надо решать. И на подходе у нас большая федеральная программа – это чистая вода, в котором пока методика не спущена, но в то же время об этом давно говорим и уже определены финансовые средства. И здесь республика должна активно играть в этом плане, в частности, наше министерство, для того, чтобы попасть и получить федеральные средства, для того, чтобы решить такую важную для здоровья населения проблему, как чистая вода. Дмитрий Дмитриевич, не секрет, что с января у всех на устах так называемая мусорная реформа. Вот один из наших подписчиков, когда все-таки будет внедрено раздельный сбор мусора? Ну, смотря как будет работать рекоператор, да? У нас все знаете, что республика была поделена на 5 зон, и 4 мы уже изначально с начала этого года мы начали работать в арктической зоне чуть позже, и мы не стали, как говорится, откладывать эту реформу, хотя в конце законодательства позволяло, чтобы мы отошли немножко, переждали еще, но в то же время, учитывая, что эта реформа давным-давно началась, по крайней мере, говорили об этом давно, мы сочли, что мы уже готовы, чтобы провести эту работу. Рано или поздно, по крайней мере, это надо начать. И когда время наступило, мы уже эту работу начали. Хотя, конечно, мы видим, что есть огрехи, и не все идеально идет, но в то же время в 4, повторюсь, зонах, это западной, центральной, заречной и южной зоне мы эту работу начали, и региональный оператор сегодня работает. Но, конечно, работает больше в районных центрах, там, где работали. Но о части раздельного сбора мы, конечно же, этого хотим, но учитывая, как говорится, малость тех предприятий, которые занимались бы переработкой, это пока у нас стоит, как говорится, в виде, скажем, пожеланий или что, да. Между тем, есть зоны, есть участки, где мы даже толком и не собираем мусор, да, учитывая, что мы остаемся еще, я считаю, одним из таких зон, где санитарная оставляет желать лучше. Дмитрий Ильич, на самом деле, вот этот мусорный вопрос, я пришел на телевидение в 91 году, да? В то время главой города сидел Павлович Бородин. После него сменилось энное количество мэров, и фактически от всех. Я слышал вопрос о том, что полигон, который на 9-м километре находится, да, и который очень сильно дает
почувствовать то, что он расположен вблизи города, будет перенесен куда-то подальше. И фактически сейчас мы стоим перед реальной возможностью, когда полигон будет перенесен на 26-й километр. Благодаря, вот, скажем так, спущенной, ни для кого не секрет, сверху мусорной реформе, я считаю это одним из таких плюсов. Одним из самых больших плюсов, что полигон, о переносе которого вопрос стоял вот с незапамятных времен, он наконец-то будет перенесен. Ну вот как вы думаете, как горожанин, плюсов в этом больше или меньше? Конечно, больше. Потому что этот полигон, который у нас находится в 9-м километре, он давно исчерпал. Есть судебное решение для того, чтобы ее закрыть и провести рекультивацию. И сегодня мы, благодаря той работе, которая была ранее проведена, в поисках инвесторов, создании компаний и строительстве нового полигона, по сути, ключ решения был найден, я считаю. Но в то же время мы, понимая, что этот полигон должен быть закрыт, всегда вот с надзорными органами делились планами, и понимая то, что и финансовых средств, и тех мощностей, которых нет в городе, надзорные органы с пониманием относились, и в то же время нам срок дали до конца этого года эту работу провести. И сегодня, к сожалению, так получается, что те партнеры, которых обозначались ранее, они долго, мы считаем, телятся, да? Не проводят ту работу, которую хотелось бы мы видеть в районе 26-го километра. Все они прошли. Это один из тех зон, которые более-менее подходят для того, чтобы мы разработали полигон надлежащим образом. А 9-й километр надо рекультивировать. А рекультивировать мы можем только за счет больших вливаний. И как раз вот по программе федеральной, опять же, да, и «Чистая страна», мы можем попасть вот с этой проблемой для того, чтобы решить ее. Раньше была программа по развитию Дальнего Востока и Забайкалья. Там тоже этот полигон сидел. Но в свете, скажем, секвестирования федерального бюджета, к сожалению, эта программа была, как говорится, сверстана, и те мероприятия, которые были запланированы, они не исполнились. Сегодня, опять же, наша проблема стоит одним из первых для того, чтобы мы решили, опять же, свою проблему, да, в частности, рекультивации полигона в 9-м километре Вилюйского тракта. А для того, чтобы рекультивировать, начать рекультивацию, нужен другой полигон. А это как раз 26-й километр. И сегодня, к сожалению, повторюсь, те партнеры, которые желали эту работу провести, они не отказываются, да, не отказываются. В то же время ту работу, которую мы хотели бы увидеть, они пока, как говорится, не отказываются и не делают. Мы это считаем, что не есть хорошо, и, как говорится, торопим для того, чтобы что-то осязаемо началось. Отойдемте давайте от мусорной темы все-таки, и поможет нам в этом следующий вопрос нашего подписчика. Каждый день Якутскэнерго предупреждает об отключениях. С чем это связано и почему их так много? Ну, Якутскэнерго, скажем, есть сейчас сезон ветров, да, весна, сезон ветров, и одновременно ремонтные работы, которые стоят планово, они как раз и вот проходят через процедуру предупреждения, и эти работы проводятся. Это связано, прежде всего, конечно же, с развитием города, да, с множеством строительства, и в то же время ремонтными работами, которые связаны с работой самой компании. В свете этого и это происходит, но в то же время, конечно, те отключения, которые нежелательны, они, к сожалению, происходят. И это связано, повторюсь, разными. В том числе есть и человеческий фактор, да, где у нас, как говорится, технологически получается нарушение. Ну и ветровые нагрузки, которые у нас, к сожалению, в последнее время участились и довольно сильные бывают местами. Угу. Давайте встряхнемся немножко, друзья-товарищи. Какой-то тяжелый вопрос, там мусор, плохой Якутскэнерго. Есть такая наша рубрика «Блиц», да? Нужно отвечать «да», «нет» или то максимально коротко. Какие черты характера отметьте в первую очередь? Свои.
свою, ну, наверное, постараться, старание держать свое слово. Отлично. Обрадовались, когда окончили школу? Ну, наверное, да. За что, как вы помните, сильнее всего ругали в детстве? Ну, за баловство, наверное, за такое, как говорится, мальчишескую удаль. Я помню случай, когда мы взорвали патрон, да, в костре в деревенском. Вот тогда нам досталось и дали пионерское слово, чтобы больше не будем этого делать. Ну, на самом деле, обычно забава, обычно мальчишка. Есть плохая привычка? Наверное, есть, но как таковой, скажем, я бы не сказал. Угу. Как такового нет? Не курите, не пьете? Ну, не курю, скажем так. Пришли в министерскую должность с поля. А почему больше скучаете вот из той работы, которую раньше делали? Ну, я считаю, что это работать кочегаром, это была как-то такая более, скажем, узкая. И после мы сутки работали, да, хотя, наверное, сейчас Трудовой кодекс этого не позволил бы, да, а тогда мы работали сутки и 3 дня отдыхали. И это было здорово. Угу. 3 дня отдыхали, это хорошо. Кошка, собака или попугай? Собака. Отлично. Хобби какое? Раньше я собирал монеты. До сих пор, как говорится, такое. Есть разные монеты, я стараюсь, как бы, оставлять на стороне, чтобы такое. Ясно. Собирает монеты. Обижаетесь ли вы, когда называют Дим Димыч? Нет. Почему черный квадрат Малевича – это искусство? Ну, наверное, для кого-то это искусство, для меня… Черный квадрат. Для меня черный квадрат, да. Отлично, все. Закончим блиц, на самом деле, на этом и перейдем к следующему блоку. У нас вопросов поднакапливается. И подключение частного сектора к централизованному отоплению. Есть программа. Вот будет ли она работать? Действительно, это была большая программа, которая началась, когда у нас средства это позволяли, да. И это, конечно же, здорово. Это было прежде всего связано с, когда Егоров Насич, будучи руководителем региона, бросил клич о благоустройстве. И люди, конечно же, прежде всего главы муниципальных образований видели благоустройство в этом. И, учитывая мнение глав муниципальных образований, ну, естественно, и жителей, началась эта кампания по подключению домов частного сектора к центральному отоплению. И сегодня это, может быть, конечно, скорость в разы убавилась, и эта работа, конечно, уже, как говорится, идет не с такой скоростью крейсерской, которую она изначально взяла. И сегодня подключение идет для кого-то, наверное, час по чайной ложке, потому что муниципальных образований очень много. И сегодня правительством, многие говорят, что объявлен мораторий, да? Так такого моратория нету, но в то же время жители должны понимать, что это связано прежде всего с мощностью котельной и, конечно же, сопутствующими мероприятиями, которые нужны для того, чтобы подключить частный сектор. Это все, прежде всего, финансирование, наличие материалов и, конечно же, повторюсь, это мощностью котельной, которая должна быть в тех или иных муниципальных образованиях, в тех или иных селениях, на слегах, городах нашей республики. Угу. На самом деле, в социальных сетях сейчас вот буквально последнее время, за последние 2 недели, да, я видел несколько примеров. Первый – это вахтовый поселок, Маяк, по-моему, да, это Алмазов-Анабара, который в народе называется Пентагон. Достаточно большое сооружение, в котором расположено все. Там банно-прачечный комплекс, какой-то клуб какой-то и, соответственно, жилые помещения. Да. И второе фото, которое я видел, город с населением там порядка 20 тысяч населения, да, на Аляске. Он, круглогодично живет, в некотором закрытом помещении. Я думаю, что те мощности ЖКХ, которые сейчас в республике, я утром, когда с вами встречался, задавал вопрос, сколько триллионов нужно для того, чтобы не было ни одной течи. Да? Я думаю, что для того, чтобы более логично распоряжаться, в принципе, та идея, которая витает
витает среди энергетиков республики о том, что вот те старые дома 60-х, 50-х домов постройки, которые не подключай к центральному отоплению, теплоэффективность у них низкая. И, в принципе, можно было вот этот некий проект КСТЭК, который, еще раз говорю, разжевывает много. То есть село все, ну там порядка, большинство сел уже где-то 1000 населения, да? Вот это 1000 на зиму переезжает зимовать помещение с теплыми туалетами. На примере Намского улуса я лично знаю. Молодежь там говорит, какая разница, куда ходить в теплый туалет? В городе или здесь? И поэтому там отток населения уменьшается, даже в плюсе. То есть прибавляется население в Намском улусе. Ну, понятно, что оно там газифицировано, понятно, что там мощности хорошие, предприятия хорошие коммунальные. Ну, по-моему, надо рассматривать и все варианты, то есть включая вот эти тоже. Если напрямую это касается следующего вопроса, который прозвучит. Почему у нас по энергосбережению, по сокращению расходов ведется мало работ? Ну, начну с последнего, да, по энергосбережению. Во-первых, по энергосервисным контрактам наша республика одна из лидирующих регионов по всей Российской Федерации. А что касается вот того же дома, которых построили, скажем, вахтовики, да, ну или, скажем, те люди, которые считают деньги. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. И та идея, о чем вы говорите, КСТЭК, да, это тоже, я считаю, что абсолютно правильное решение. Учитывая, что у нас сейчас мы теряем, опять же, вот, возвращаясь к тому вопросу подключения частного сектора, я считаю, что мы теряем абсолютно большие средства, энергию и, конечно же, вот, теряем по теплу. По теплу, и это связано, конечно же, дальнейшим сопутствующими, скажем, мероприятиями, которые это завоз, это работа, это умощение котельных. Это абсолютно, я считаю, что это уже прошлые мероприятия, да. Это надо уже как-то по-новому проводить взгляды и, возможно, вернуться и поднять те моменты, которых у нас, те идеи, которые у нас немножко подзабыты, да. И делать, и не бояться этого, да. И как раз вчера была первая стратегическая сессия, которая проходила у нас в правительстве. Как раз мы эту идею, как говорится, поднимали и обсуждали. Для того, чтобы в поселке люди жили как в городе. И если бы мы провели бы какую-то определенную научную исследовательскую работу, да, доказали бы о том, что это эффективно, только по, скажем, по субсидиям, да, по основному это по теплу, мы ежегодно оплачиваем 23 миллиарда с лишним денег для того, чтобы мы, как говорится, обеспечили тепло населения нашей республики. Теплом и электроэнергией. Но львиная доля, это, повторюсь, это тепло. Понятно, что мы живем 9 месяцев, как говорится, со снегом, в холоде, и здесь мы теряем, я считаю, что колоссальные средства. И здесь, конечно, финансовый блок правительства, учитывая, сколько у нас проблем, всегда требует, чтобы мы сокращали эти расходы, находили мероприятия для того, чтобы мы эти работы искали, проводили и, конечно же, внедряли в дальнейшем. И тем более, что вот те работы подключения частного сектора, проходя многокилометровые трассы, пролаживая, да, я считаю, что это мина замедленного действия. Через некоторое время труба, нету ничего вечного в этом мире, да, и труба металлическая, и какая бы она ни была, да, она приходит в негодность. И надо будет, опять же, менять. Опять же, надо будет влаживать эти средства, идти по той дороге, которую мы проложили, скажем, в эти годы. И здесь, конечно, пока, опять же, в умах этим мы озадачены. И те люди, повторюсь, которые построили тот же маяк, да, о чем вы сказали, как Пентагон, да, я считаю, что это очень даже... Это рациональный подход. Это рациональный подход, да. Лучше, наверное, обслуживать 400 метров теплотрассы, чем 4 километра. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И здесь
ну, мы рано или поздно, я думаю, что к этому подойдем. Здесь у нас требует обеспечение чистой водой, обеспечение канализации, да, и, конечно же, для того, чтобы все это вести, я считаю, что мы должны, ну, построить наподобие такие объекты, чтобы наши жители жили в селах так же, как и, повторюсь, в городе. Комфорт должен быть везде. Хорошо, отлично. Еще один очень злободневный вопрос. Водоканал обещает то, что качество воды не понизится во время паводка. Вы подтверждаете их слова? Да. Если как блиц-опрос, то я скажу, что да. Это, я думаю, что вода должна быть чистой, и мы не будем больше испытывать те неудобства, которые ранее у нас были в городе Якутске. Следующий вопрос возвращает нас опять же к мусорному вопросу. Почему полигон должен строиться за счет населения? Новый полигон – это полигон, который будет нашим, да, которым будем пользоваться мы, который, ну, считаю, это мы производители мусора. Я считаю, что это логично, то, что мы должны сами себе строить и сами вывозить туда мусор. А то, что вот старое, да, то, что ранее было, это, конечно же, надо рекультивировать за счет, может быть, федеральных или иных средств, которые у нас должны появиться благодаря открытию нового полигона. У нас очень мало времени остается, вопросы поступают. Почему поднялась плата за капремонт? Потому что она не поднималась в течение 2 лет. Давайте так, отвечу просто. Потому что, ну, если так взять экономически обоснованный тариф, да, оно где-то, наверное, стоит в районе 50 рублей. Но сегодня мы ее не поднимали, и сегодня составляет это где-то 4 рубля 77 копеек это в деревянном доме, и 6 рублей 77 копеек это вот в каменных домах, и 9 рублей 13 копеек это в каменных домах с лифтами. Но повторюсь, что они еще остаются низкими, да, для того, чтобы капитальный ремонт у нас как бы был более масштабнее, по охватывающий шел наш фонд капитального ремонта. Сегодня фонд капитального ремонта не выполняет свой план, который был разработан ранее. К сожалению, это связано с нехваткой финансовых средств. Очень много людей кивают на опыт Запада о том, что Запад на 70% себя окупает за счет возобновляемых источников энергии. Почему для нас это все-таки остается несбыточной мечтой? Я считаю, что это все-таки как вспомогательное больше. Это абсолютно правильно считаете. Больше это вспомогательное. Мы живем в таком, скажем, крайне суровых условиях, да, и у нас прежде всего должно считаться надежностью. И сегодня энергетики, которые нам дают свет, тепло, они прежде всего вот связаны с этой темой, надежностью, и, слава богу, они с этим справляются, несмотря на отключение и на аварийные ситуации. Но, тем не менее, наработки все-таки отрадно видеть, что и северные вот эти солнечные поля, и ветровые станции вводятся. Да? Отрадно видеть, что работа ведется. Они ведутся, но в то же время те компании, которые эту работу проводили, они видят экономическую нецелесообразность для того, чтобы эту работу проводить. Хотя мы видим тут части завоза и других иных мероприятий, экономия все равно есть. И мы будем продолжать, и партнеры, которые, те же японцы, которые установили ветровые станции, они намерены продолжить эту работу. Отлично. Целых 3 подписчика, Дим Димович, спрашивают, расскажите немного, буквально 1 минута остается, да, коротко о вашей семье, жена, дети, там, внуки сколько-то? Внуков пока нету, 2 сыновей и лапочка, дочка. Старшему сыну нынче будет 20 лет, а дочери 4 года будет в этом году. 4 года? Да. Совсем маленькая. Ну, так вот мы постарались, еще раз говорю, вот на те вопросы, которые не получили ответа, физического ответа от Дмитрия Дмитриевича Садовникова, министра ЖКХ и энергетики, напоминаем, одному из самых сложных направлений хозяйства нашей республики, вы получите в Инстаграме на аккаунте правительства Live. И я благодарю еще раз Дмитрия Дмитриевича, что не побоялись камер очередной раз и пришли все-таки к своему старому знакомому и очень достойно, живо провели очередной выпуск программы «Правительство Лайв», который доказывает, что все члены Кабмина у нас такие же живые люди, такие же готовые к общению, открытые, прозрачные и готовы ответить на любые ваши вопросы, дорогие подписчики и дорогие телезрители. Увидимся ровно через неделю. До свидания.